делает его темным. И поэтому говорится, после греха сделай благодеяние, чтобы дым от греха, покрывший сердце, ушел нуром благодеяния. Некоторые выступают против вступления в тарикат. Говорят же, человек, одержимый джиннами. Вот таким становится и шайтан, когда приближается к поминающему Аллаха. Тот, кто запрещает поминать Аллаха, плохой человек. Пусть сам не понимает, но хотя бы другим не мешает. Еще один пример приведу. Однажды ко мне пришла группа спортсменов. Человек 25. Рассказали, что заняли в Петербурге командное первое место. Я им пожелал побеждать и в дальнейшем. Побеседовав и угостив чаем, думал проводить их. Но тут некоторые из них попросили обучить их вирду. И тогда я сказал, я не собирался говорить вам о тарикате, но раз вы попросили, то расскажу. Наверное, среди вас есть чемпионы, кто-то мастер спорта. Есть и призеры, завоевавшие первые и вторые места. Однако есть ли среди вас человек, не посещавший спортшколу и обретший свое знание? Они ответили, что нет. Все ходили в спортшколу, являются тренерами. Я спросил, а не может таким стать человек, не посещавший спортшколу? Ведь был же Усман Кекунинский. Они согласились. Может, но это очень редкий случай. И тогда я сказал, вот так и с тарикатом. Посещение спортшколы не гарантирует чемпионство. Ведь бывает, что человек всю жизнь тренируется, но результатов у него нет. Однако шансов стать чемпионом у человека, посещающего спортшколу, больше, чем у того, кто не ходит туда. Если спортсмену, пропустившему тренировку из-за дождя, тренер устроит взбучку, то даже в самый сильный ливень он не останется дома. А если же будет перегружать себя, тренер вовремя его остановит. Без присмотра наставника он сегодня может много позаниматься, а завтра остаться лежать дома. Вот так и в тарикате. Шансов у тех, кто в тарикате, больше. А гарантии, что он попадет в рай, тарикат не дает никому. Рассказывали, что однажды Хасан Афанди, куддаса сирруху, стал причитать и называть себя недочеловеком. Его начали успокаивать, говоря, «Устаз, благодаря вам люди наставляются, от вас идет баракат». На что он ответил, есть хадис пророка, саллиллаху алейхи вассалям, что Аллах укрепляет религию и плохим человеком. Ведь может быть такое, что религия укрепляется благодаря мне, потому что я плохой человек. То, что благодаря мне распространяется баракат, не значит, что я хороший человек. Поэтому, будь то устаз или другой, кто спасется, а кто нет, неизвестно. Однако шансов у тех, кто в тарикате, больше. И еще. Спор из-за тариката недопустим. Спор не поощряется никоим образом. Если муж с женой постоянно спорят, их хозяйство не будет процветать. Если спорят в селе, то и село будет отсталым. Поэтому я опять вспомню демократию. Дайте людям демократию. В ахирате есть такое место, там все станет известно. Завтра, когда уляжется пыль, узнаем, на чем ты сидишь, на ишаке или на лошади. А сегодня из-за пыли этого не видно. В ахирате узнаем, кто был прав, а кто нет. На этом свете спор не ведите. В отказе от спора есть баракат. Берите тарикат у кого хотите. Я своим детям говорю, идите куда хотите. Ходите в Инхило,
Хотите в Буйнакск, хотите в Закаталы, а хотите никуда не ходите. А если вдруг подумав, что люди тоже идут, можете и ко мне прийти. Я своим детям не говорю: примите тарикат. Однако, если тоже не предупредить, как будет? Селу большое спасибо. Да будет доволен Аллах вами, убережет от бед и всегда оставит радостными. Пусть мы еще будем участвовать в таких турнирах без оружия в руках.